Мы рады сегодня приветствовать федерального эксперта Бысик Надежду Викторовну, ведущего эксперта Центра социально-экономического развития Школы Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Надежда Викторовна, мы бы хотели услышать, с чем вы приехали, чем хотите поделиться с нашими педагогами. Я приехала по приглашению Института развития образования, и это мое третье участие в конференции, и первые два были заочные, не могла приехать, но сейчас так сложилось, что я могу, конечно. Значит, дело в том, что Республика Коми реализует проект большой федеральный, к которому наш Институт образования Высшей школы экономики имеет непосредственное отношение. Мы были операторами этого проекта, разрабатывали там, так сказать, на базе наших научных исследований разрабатывалась документация по проекту. Смысл состоит в том, что нужно помогать школам, которые не могут сами справиться в силу сложности условий, в которых они работают. Это может быть и территория сложная, и контингент сложный, и отсутствие кадров высокой квалификации и так далее. Поскольку мы уже накопили большой научный задел в этом направлении, какой-то исследовательский опыт, поскольку я все время общаюсь в разных регионах, то я вот привезла сюда то, чем хотела бы поделиться в рамках этого проекта, ну и, конечно, посмотреть на педагогов, посмотреть, послушать, вместе с ними подумать, узнать, чем они живут, какие основные проблемы, чем можно помочь им завязать взаимодействие. Дело в том, что сейчас мы создаем ассоциацию поддержки таких школ. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы республика тоже была представлена. Она может быть представлена как школами, так и институтом. Поэтому я тут буду у вас 2 дня целых работать. У меня 4, по-моему, таких серьезных выступлений. В общем, все мои выходные майские ушли на то, чтобы к ним подготовиться. Какие перспективы дальнейшего сотрудничества непосредственно с институтом и школами-участниками проекта вы видите? Ну, я думаю, что если республика и институт республиканский будут активны, то перспектив очень много. Потому что незачем вариться в своем собственном соку и изобретать каждый раз велосипед, когда есть регионы, в которых можно поучиться. И мы готовы быть вот таким координатором, проводником, то есть мы готовы помогать, будем рады, если нас пригласят, скажем, там, проводить обучающие семинары, работать со школьными командами. Мы, кстати, работаем с разными категориями, со школьными командами, с директорами. У нас есть курсы для учителей по новым педтехнологиям. У нас даже есть курсы для специалистов муниципальных органов. Наверное, больше ни у кого нет. Но все наши курсы нацелены на то, чтобы с разных сторон решать проблему улучшения образовательных результатов учащихся в сложных школах. В этом году нам институту исполнилось 80 лет. Мы бы хотели услышать от вас пару добрых слов и пожеланий. Я думаю, что пожелать можно только того, чтобы институт всячески здравствовал, пытался выживать в сложных условиях. Потому что вот сейчас мы, например, наблюдаем отсутствие во многих регионах методических служб, хотя они у нас были. И они приносили много пользы. И теперь мы пытаемся как-то их восстанавливать, хотя в свое время к ним относились не совсем правильно. До этого мы восстанавливали детские сады, которые мы тоже когда-то под нож пустили, а потом, так сказать, возникли проблемы. Сейчас у нас есть проект, который в рамках которого мы создаем центры компетенций, вернее, центры профессионального мастерства, где мы будем там тестировать профессиональные дефициты педагогов, в общем, центры в центрах. Я считаю, что вот такой вот апгрейд, в общем, ничего не даст институтам. Если институт работающий, то ему никакие апгрейды не нужны. Поэтому я желаю просто, чтобы в институте были люди, которые знают, умеют работать и которые видят свою миссию в том, чтобы помогать педагогам. Спасибо вам большое. Мы очень рады, что у нас появилась возможность с вами пообщаться, послушать ваши лекции, выступления. Желаем вам тоже новых успехов, реализации новых планов и ждем вас в гости. Да, конечно, буду рада еще приехать, поскольку только вот здесь вот, так сказать, на земле, в непосредственном общении можно узнать то, что я хотела бы узнать.